Депутат Умбеталы Кадыралиев был членом Конституционного совещания. По его мнению, за 10 лет Кыргызстан так и не стал по-настоящему парламентской республикой. Да и ответственность за неудовлетворительную работу властей никто не нес. Существенных изменений не происходило. Теперь же голос народа услышан, а президент, согласно новой Конституции, ответственен перед народом как никогда. Самым главным основанием принятия новой Конституции является волеизъявление всех кыргызстанцев, чтобы поменять форму правления. По Конституции, которая была редакции 2010 года, это была не полностью парламентская-президентская. Нынешняя Конституция, всю ответственность берет президент. Народ выбрал президентскую форму правления. Да? Президент отвечает как глава государства, президент является еще ответственным за исполнительную власть. Депутаты высказывают свое мнение, но не по-повестке. По-повестке Конституцию мы рассматривали. Сегодня разговор идет об объявлении референдума по принятию Конституции. Ну, поскольку данный закон обращается к народу, высказать свое мнение, я, допустим, не могу голосовать против. Иной точки зрения придерживается Дастан Бекешев. Так, согласно документу, глава государства будет возглавлять исполнительную ветвь власти и назначать судей, что может привести к различным противоречиям, и подобных разночтений много, считает Бекешев. Ни в какой стране я не знаю, где бы генеральный прокурор обладал правом инициировать законопроекты. Вот в этом проекте Конституции написано так. Третий момент. Теперь один депутат не сможет инициировать законопроект. Написано депутаты. А сколько их? 10, 20, может весь парламент. Но в то же время инициировать законопроекты могут 10 тысяч избирателей, генеральный прокурор, Верховный суд, председатель кабинета министров, президент, народный курултай. Вот видите, то есть депутатов вообще растоптали, и сегодня вот депутаты будут за это голосовать. Марлен Маматалиев тоже был членом Конституционного совещания, выступал за парламентаризм в стране. Но референдум, прошедший в январе, показал, что граждане в большинстве своем поддерживают президентскую форму правления. Маматалиев рассказал, что внес предложение, чтобы президент был и ответственен за работу исполнительной власти. Мы видели, что по итогам референдума большинство людей проголосовало за президентское правление. Соответственно, мы должны уважать выбор народа, мы должны уважать большинство. Раз большинство так решило, мы должны просто к этому склониться. Теперь, что касается самого Конституции, уже итога, который к нам уже привели и которого хотят вынести на референдум, то там, соответственно, есть хорошая норма, которая мне нравится, и то, что я сам тоже предлагал. Это то, что во главу угла исполнительной власти стоит сам президент. До этого в 2010 году принятая Конституция, она тоже не была парламентской в целом. Это была Конституция, направлена на президентскую власть. Президент все равно властвовал всегда. Джоур, конечно, сам по себе никогда ничего не решал. Поэтому сейчас 10 января народ выбрал свой выбор, сделал, форму управления выбрал президентскую. Поэтому, я думаю, надо поддержать, провести референдум и дать на волю народа. Народ сам выберет, в какой стране хочет жить. Отдельные нардепы считают, что обсуждения должны были пройти более широко. Предложения, которые вносят некоторые из них, не принимают во внимание. Отсутствие обсуждения по основному закону меня огорчает. Мы должны были озвучить свою позицию, но в любом случае референдум должен состояться. Я считаю, что мы должны обсудить все поправки в Конституцию более детально и принять новый проект не спеша. Депутаты Чугургу Кенеша одобрили законопроект о назначении референдума по проекту о Конституции. Согласно законопроекту, плебисцит пройдет 11 апреля вместе с выборами в местные кенеши. Всего на заседании присутствовали 100 депутатов, из которых за проголосовали 94 парламентариев, против 6. Макул 94, каршы 6 бары 100, катталды 100, мыйзам долбоору 2-3 окууда кабыл алынды. Основным отличием в новом проекте Конституции является то, что предлагается перейти на президентскую форму правления. Также предлагается сократить число депутатов со 120 до 90. Дастан Касканов, Руслан Сабатаров, Ала-То 24.